Одним из ключевых решений является переосмысление роли парламента через институт Курултая. Курултай выступает преемником обеих палат и новым наименованием высшего представительного органа, что подчеркивает ее особое значение в системе государственной власти, связь с исторической традицией и ответственность перед народом. Речь идет о сохранении парламентской природы института при одновременном усилении его символического и политического статуса. Особое внимание в проекте Конституции уделено внутренней организации Курултая, в том числе деятельности его комитетов и комиссий. Вынесение основ из их функционирования на конституционный уровень является важным шагом для укрепления парламентской системы. Комитеты и комиссии выполняют ключевую роль в подготовке и проработке законов, формировании экспертных выводов и парламентского контроля. Четкое конституционное регулирование их статуса, полномочий и принципов работы повышает качество законодательного процесса и делает его более прозрачным и предсказуемым. Постоянные комитеты формируются по отраслевому принципу и аккумулируют в себе специализированное обслуживание в соответствующих сферах отношений. В рамках их работы осуществляется постоянное обслуживание всех законопроектов, принятых в работу, итогом которых является дача заключения. Полномочия комиссии с учетом однопалатности Курултая будут изменены. Согласно пункту 1 статьи 59, Курултай образует постоянные комитеты, число которых определяется Конституционным законом, а также комиссией. Пункт 4 статьи 52 проекта Конституции уже устанавливает, что организация и деятельность Курултая, правовое положение его депутатов определяется Конституционным законом. Так как Конституция не ограничивает Курултай в организационных вопросах, количестве постоянных комитетов, направлении их деятельности, полагают целесообразным пункт 3 статьи 59, который предусматривает, что порядок образования полномочий, организацию деятельности комитетов и комиссий определяется законом, исключить. Полагаю достаточным регламентировать названные положения на уровне конституционного закона. Сегодня постоянные комитеты формируются по отраслевому принципу и аккумулируют в себе специализированное обслуживание в соответствующих сферах отношения. В рамках их работы осуществляется постоянное обслуживание всех законопроектов, принятие в работу, итогом которых является дача заключения. Комиссии, в свою очередь, служат инструментом консолидированного решения по определенным вопросам. Закрепленные сейчас полномочия комиссии с учетом одномандатности Курултая будут претерпевать изменения и должны найти отражение в законе.